Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Заранее огромное спасибо за ваши лайки и за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что скоро изменит вашу жизнь? Надеяться ли или опасаться? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, мечтах и надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что скоро изменит мою жизнь? Надеяться, либо опасаться? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы послать только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. И дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. Давайте же посмотрим, что в скором времени изменит вашу жизнь. Надеяться ли вам на это, либо вам этого опасаться. Так, ну что, мои дорогие. Здесь у нас чувство. Первым вот что идет, это чувство. Это чувство и это достижение. Достижение мечты и достижение чувственных каких-то желаний, надежд. Кто мечтал о любви, кто мечтал о хорошей крепкой семье, о хороших дружных отношениях, о счастливой, скажем так, стабильной, дружной семье, это все у вас будет. Эта надежда ваша оправдается, и она вам как бы по судьбе. Понимаете, здесь человеку, который зашел на этот песочек, по судьбе не быть одиноким человеком, а быть в паре и быть в отношениях. Но при этом я вижу здесь момент, который меняет вашу жизнь, это какой-то переезд. Переезд достаточно интересный, здесь по длинной дороге. Вы переезжаете в какое-то необычное место. Место для вас очень, скажем, такое богатое. Так, смотрите, вот здесь дорога, да, по которой вы пойдете. И эта дорога, она, смотрите, она начинается прям с какого-то разочарования, неверия. Может быть, кто-то расстался, кто-то остался, скажем так, один, сам по себе. Может, расставание было, может, человек развелся после многих, например, там, каких-то лет ожидания, либо надежд. То есть как будто бы все рухнуло. И человек вообще, он смотрит вниз, он не верит в то, что что-то в будущем будет хорошее происходить. И тут на тебе, да, перед ним вырисовывается такая огромная прекрасная дорога, светлая, понятная. И благодаря этому человек идет, вступает в новую жизнь. И в новой жизни он, во-первых, встречает свою судьбу. Это человек, который, скажем так, будет и защитником, и любимым, и другом, и сердечной нежностью, и также встречает какое-то новое место жительства, да, я бы даже сказала, ареал, что ли, обитания, да, местность какая-то новая, прекрасная, богатая, замечательная, стабильная жизнь. Вот что вас ждет. То есть после всего, что вы пережили, после разочарований, каких-то обидных ситуаций, болезненных ситуаций, вас ждет прекрасная награда, прекраснейшая. Кстати, по поводу прошлого. Здесь в прошлом явно мужчина, женщина, кто был вашей парой, человек с очень длинным хвостом, реально с очень длинным хвостом. И человек похож на лису, но при этом хвост нереально длинный. То есть человек мало того, что там обманывал, дурил голову, так он еще и как-то удерживал вас, да, на коротком поводке, что ли, да, не давал вам свободы, свободно жить, свободно дышать. То есть человек такой достаточно хитрый, манипулятор был и обижал, понимаете, обижал. И всегда пытался, например, себя проявить так, что у меня 5 звезд во лбу, да, все должны там меня слушать, подчиняться и ни в коем случае там не пытаться как-то активничать. Сложное прошлое, сложная ситуация из прошлого. Но тем не менее, будущее будет просто прекрасным, просто замечательным и прекрасным. Мои дорогие, смотрите, у кого-то было расстояние и расставание с близкими людьми. В плане, может быть, родители, может быть, дети. Да. Я вижу, что в будущем здесь постоянно либо какая-то короткая дорога между вами и вашими детьми, либо вашими родными, о ком вы, например, переживаете, о ком вы беспокоитесь, с кем бы вы хотели быть вместе. То есть здесь люди либо постоянно к вам будут приезжать, приходить, либо вы где-то вообще совершенно рядом будете жить. Вот такой момент идет. Не вместе, сразу говорю, это не вместе, это именно рядом. Рядом где-то с кем-то.
Вот. Будущий человек, который будет с вами, мне очень нравится. Вот даже если смотрит меня мужчина, знайте, что ваша женщина будет невероятно сильной и будет действительно вот оберегать ваш очаг, оберегать вашу семью, вашу любовь. Но если смотрит женщина, понимаете, что мужчина будет просто невероятный вот по своей мужественности и при этом очень гибкий, мягкий человек, который может, он не будет там слишком активничать в проявлении чувств, да, там в клятвах и в дифирамбах в вашу сторону, но при этом он будет очень стабильный, очень надежный, и он будет прям, знаете, как, за ним как за каменной стеной. Вот, да, вот именно то слово замужем, за мужем. Вот такая идет ситуация. Мне очень это нравится, и мне очень нравится то, что вы, вот кто смотрит это гадание, вы вышли в центре. Вы вышли в центре человеком, который на двух руках держит два счастья, держит свою, скажем так, половинку, свою новую жизнь, свое новое место жительства, любимого человека своего, да, и с другой стороны он держит, вернее, вы держите кораблик, который под полным парусом, видите, вот такой кораблик, ладья, да, под полным парусом, он стремится вверх. Это, то есть, какое-то невероятное достижение по работе, в карьере, в своей реализации. То есть человек станет и счастливым в семье, и очень успешным в делах. То есть замечательно, на мой взгляд, просто прекрасно. Что можно еще желать лучше? Стоит ли этого опасаться? Конечно же нет, на это нужно надеяться. Я скажу даже больше, за это нужно молиться, да? Молиться, чтобы поскорее это случилось в вашей жизни. Но поскольку все у нас фигуры вышли в центре, это значит о том, что все будет происходить вот прям до конца года. До конца года вы все это будете получать. Так или иначе вы будете к этому приближаться. Кто-то быстрее, а кто-то, может быть, и немножечко сделает круг, потому что круг здесь может быть. Я вижу, либо у вас, если закрылась ситуация с вашим прошлыми отношениями, либо прошлым человеком, то тогда у вас все быстрее пойдет. Если нет, если вы сейчас в болезненных отношениях, либо отношениях под вопросом, знаете, что это придет момент X, когда придется все, как бы, скажем, поставить по полочкам, поставить большую жирную точку, обрубить вот этот хвост, который реально здесь вот в хвост, и в нем знак вопроса, что делать. И вот этот хвост, он реально вам, не знаю, он путает вам, не знаю, дороги, ноги вам путает, руки вам путает. То есть я не знаю, как этот человек ухитряется вас сбивать, как этот человек ухитряется вас, скажем так, сбивать с пути истинного, да, как он заставляет вас сомневаться в себе, чем он там вас привязал и держит. Но то, что он это делает мастерски, то, что он делает это очень профессионально, я это вижу. От этого человека одни какие-то переживания и страдания идут в вашу жизнь. Надеетесь на лучшее с этим человеком, но я честно вам, девочки, скажу, что, может быть, протянете вы несколько лет еще, да, но потом все равно конец какой-то неизбежный идет, потому что человек нестабильный, человек уж слишком он привык, да, вести себя так, как потребитель, да, ему практически невозможно от этого отказаться. Это его допинг уже на данный момент. Вот, так что, как ни крути, прошлое, оно какое-то, знаете, оно должно в прошлом остаться. Причем именно в такой зоне прошлого, которую нужно забыть и никогда не вспоминать. Так, моменты опасения. Моменты опасения в вашей жизни я тоже вижу. В чем они заключаются? Во-первых, они заключаются в человеке очень каком-то хитром человеке, который, я не знаю, он как-то с вами тоже имеет связь, либо он к вам руки свои тянет. Человек будет пользоваться вашей, не знаю, какой-то добротой, какой-то, может быть, наивностью. То есть человек будет вам предлагать какие-то вещи, с целью вас обмануть, да, вложиться во что-то, купить что-то, продать что-то, сделать что-то. То есть у человека какой-то вот злой умысел вас, скажем так, обмануть либо ограбить, какую-то махинацию, да, в вашу сторону провернуть. Вот этого нужно опасаться. Человек этот, он, скажем так, это либо ваш родной человек, вот такое тоже бывает, да, родной какой-то человек, там родственник, либо человек, который пытается прям всеми силами, правдами и неправдами тереться вам доверие. Этот человек, он реально, с двойным дном, и кто-то может от него чувствовать это, а кто-то, прям по доброте душевной и доверяет. То есть это однозначно идет у меня больше как мужчина, либо мужчина с женщиной, либо мужчина. Присматривайтесь и не дайте себе обмануть. Человек коварный, реально коварный. Здесь еще я вижу
взрослую женщину и маленького ребенка, девочку. Женщина с ребенком. Мои дорогие, следите за своими детьми. Вот женщина, она держит ребенка за руку, и она смотрит, взгляд именно на ребенка идет. Следите за своими детками. Вот идет именно такая информация, в чем она заключается. Я здесь не вижу, я не буду вас обманывать, я говорю то, что вижу. Если вот девочка, маленькая девочка, надо за ней следить. Это именно девочка, это не мальчик вышел. Следите за руку, водите. То есть какой-то период идет, может он продлиться вот какой-то период, да, вот несколько месяцев, где-то может быть даже 5 до 5 месяцев. Вы должны именно вот так вот за руку свою девочку, дочку водить, да, ее оберегать, хранить и понимать, что вы за нее отвечаете, и все в ваших руках. Насколько вы, например, там будете вкладываться в то, что ее там хранить и беречь, настолько все и выйдет. Я, конечно, не люблю такие предсказания, но тем не менее, если это вышло, я должна вам сказать. Пусть, конечно, это все остается здесь, в песочке, и пусть все это сотрется, но тем не менее, да, чтобы вы понимали, маленькая девочка, которой нужна поддержка, которую нужно за руку водить обязательно. И вот эта ситуация, это вот ситуация каких-то вот нескольких месяцев, 3-5 месяцев, она будет очень-очень для вас актуальна. Еще я хочу вам сказать, что в принципе, да, несмотря ни на что, плохого у нас гораздо меньше, чем то, что вас ждет в перспективе в будущем, да, что ждет вас хорошее. И еще я вам хочу сказать, что у многих, кто хотел, например, свой бизнес открыть, каким-то своим делом заняться, у вас дело прям пойдет, само дело вас найдет и само пойдет. Но это тоже случится не сразу, а через несколько месяцев. То есть ну, вы думаете, вы пытаетесь, вы там налаживаете связи, что-то узнаете, что-то делаете, но как-то вот, ну, кажется, что ничего не сдвигается с мертвой точки. На самом деле, еще раз говорю, вам по судьбе то, что дело вас само найдет. Правильные люди, правильные какие-то контакты, возможности, все это вот как-то в один момент само начнет прорываться, пробивать землю, да, и вот будет расти просто какой-то невероятный, плодородный, не знаю, там, плодородное дерево, да, вашего бизнеса, вашего успеха. Так что вы не расстраивайтесь и понимайте, что время еще ваше не пришло. Немножечко подождите, и все будет замечательно. Мои дорогие, на этом видео мое закончено. Спасибо всем за внимание, спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Спасибо всем, кто зашел на это видео. Всем добра, любви и счастья. Всем пока-пока.